Свои проекты руководителю региона представили 9 участников Машука, среди которых лауреаты прошлых лет, конкурсанты, которые уже защитились в первой смене, и те, кому участие еще предстоит во второй и третьей сменах. Каждое участие ваше и каждая ваша победа, она предполагает и дальнейшее развитие вашего развития и развитие в той среде, в которой вы находитесь, нашей молодежи. То есть вы же не просто сами по себе, вы же еще общаетесь и это продвигаете. Для республики, конечно, престижно. Когда я в прошлом году был, и у нас тоже там первые места были, мне, конечно, было приятно, что наши заняли первое место. И я вам скажу, что и для республики это очень важно. Познакомиться с вашими новыми проектами, вашими интересными задумками, планами участия в форуме этого года. Очень важно, чтобы они, как и раньше, носили социальный характер. Были нацелены на благотворительность, популяризацию физической культуры и спорта. Я сегодня специально пригласил на эту встречу вице-премьеров Ильезова и Амриеву, министров, вы видите их всех, советник Фурсов Олег Борисович. И хотел бы присутствующие министры и министерства, чтобы, если это в их компетенции или в векторе их деятельности, чтобы вы могли задать им вопросы, которые вас интересуют, и они вам, полагаю, ответят. В этом году в связи с пандемией Машук-2020 проходит в 3 онлайн-смены. С 11 по 24 августа работа на форуме ведется по 3 направлениям. Глобальные вызовы, национальный код, мастерская сообществ. От Ингушетии защищают проекты свыше 170 участников. В прошлом году я несколько раз встречался в Машуке от нашей республики на форуме. Новая встреча для меня приятная, что мы можем с вами пообщаться, поговорить. Я очень рад, что представители ингушской молодежи показали на форуме по-настоящему интересные, оригинальные, социально значимые проекты. Уверен, что вы в этом году не ударите лицом в грязь. Автор проекта и одноименного сайта Древоинг по созданию генеалогии каждого ингушского тейпа Магомед Евлоев рассказал, что идея пришла к нему 15 лет назад, когда он увидел, что в его фамильном древе тейпа Евлоевых отец и дед были записаны как 2 брата. Азраил Пошев представляет проект «Превенция экстремизма», в рамках которого планируется реализовать ряд специальных мероприятий. Тренинги, беседы и круглые столы по профилактике экстремизма в 50 школах, 10 колледжах и в 2 вузах с охватом более 3000 человек. Также будут проведены встречи с родителями школьников и организованы 3 городских квеста. У нас важных вопросов много, и развитие, многовекторность развития молодежи. Но в целом, если брать политику сегодняшнюю и президента России, и правительства в целом, нашей республики, правительства, я думаю, это направленность на улучшение социальной среды, социальной направленности. В целом государство у нас оно обозначено как социальное государство, но в этом социальном государстве очень много вопросов, возникающих для молодежи. В рамках проекта Индиры Манкиловой и Амины Боковой про Ингушетию на канале YouTube и Instagram будет создано еженедельное информационно-развлекательное интернет-телевидение с выпуском 6 программ по актуальным для молодежи направлениям. Реализация спортивных проектов «Ингбаскет», «Школьная лига», «Здоровое поколение» и межрегионального велопрохода «Новое поколение» Аптимизиев, Шамиль Мурзабеков и Адам Аздоев планируют существенно увеличить количество молодежи, систематически занимающихся физическими упражнениями. Эльдар Тамбиев планирует построить 6 благоустроенных площадок на территории Горной Ингушетии. По его словам, зоны отдыха станут самостоятельными элементами пространства, откуда открывается наиболее живописный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения горного края. Для меня очень важно, если вы видите, куда мы идем. Можем ли вот так жить дальше? Вот просто, да? У нас же много вопросов, вот правильно, неправильно. И каждый, я хотел бы, молодой человек задал себе вопрос. А мы собираемся жить дальше так же? Через 10 лет вам придется обеспечивать жизнедеятельность субъекта. Вы же будете. Поэтому сегодня надо беречь, во-первых, свою репутацию, как я говорю. Очень важно это. Второе, значит, продвигаться вперед в проектах, неся людям и республике полезность.
И не отчаиваться. Вот что-то не получилось, или на вашем пути встречается черствый чиновник. Не отчаиваться, идти вперед, понимаете? Мир большой, понимаете, не только наш субъект, Северокавказский регион. У нас Россия целая, понимаете? Самая большая страна. Поэтому вот диапазон взаимодействия, вот коммуникации надо налаживать с республикой, соседними республиками и дальше идти. Все представленные проекты получили в целом положительные отзывы главы региона. Однако, комментируя некоторые из них, он отметил мелкие недочеты, на которые авторам стоит обратить внимание. Каждую идею Махмуд Али Калиматов взял на заметку и поручил руководителям профильных министерств и ведомств лично оказывать всяческое содействие и проконсультировать их реализацию. Здесь же глава республики ответил на интересующие делегатов форума вопросы, которые касались поддержки молодежных инициатив в разных сферах жизни.